Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Санкт-Петербурге завершился международный медиафорум «Диалог культур». Студент дипломатической академии МИД России Лука Шаматава стал лауреатом всероссийской инициативы «Горячее сердце за мужественный поступок по спасению человека». На набережной Махаджиров состоялась презентация мультфильма «Ходячий замок». На протяжении многих лет мебельная компания «Домино» занимается благотворительной деятельностью, поддерживая тех, кто особенно в этом нуждается. Указом президента Аслана Бжаня министру здравоохранения Эдуарду Будба присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» за вклад в развитие здравоохранения, повышение качества медицинской помощи, говорится в указе. В Абхазии продолжается призыв на военную службу. После прохождения военно-медицинской комиссии новобранцев отправляют в учебный центр Министерства обороны, где в течение месяца их обучают навыкам армейской жизни. После прохождения курса молодого бойца новобранцы присягают на верность Родине. На днях в оборонном ведомстве страны в торжественной обстановке состоялась церемония принятия военной присяги. По сложившейся традиции сегодня у нас в торжественной обстановке новобранцы принимают военную присягу, прошедший курс молодого бойца, прошедшую подготовку. В течение месяца готовили мы их, было нелегко, трудно, но освоили программу различные, да, и это была и стрельба, это была и физическая подготовка, огневая подготовка. Все получили индивидуально свои оценки. И согласно приказу министра обороны мы их сегодня направляем в воинские части и подразделения Министерства обороны, где они дальше будут совершенствовать свое военное мастерство, свою полевую выучку и участвовать в различных военных учениях, командно-штабных. Я уверен, что они с честью и достоинством будут выполнять свой воинский долг на благо нашей республики. Наш соотечественник, 22-летний студент дипломатической академии МИД России Лука Шаматава стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за мужественный поступок по спасению человека, упавшего под рельсы поезда. Все подробности в репортаже Алики Трапш. В жизни всегда есть место подвигу, и на это способны храбрые и отважные люди, несмотря на опасность, без колебаний, готовые прийти на помощь другим. Среди таких бесстрашных, самоотверженных людей и наш соотечественник, 22-летний Лука Шаматава, спасший человека, упавшего под поезд. Лука является студентом 4-го курса Дипакадемии МИД России. В апреле прошлого года Международный волонтерский корпус Дипломатической академии МИД в рамках программы «Дети послы мира» принимал детскую делегацию из Луганской Народной Республики. После завершения программы в Москве дети выехали в Тамбов. 2 студента из команды волонтеров Дипакадемии, Лука Шаматава и уроженец Башкортостана Аскар Исмагилов, должны были сопровождать группу детей. Однако в этот день они по стечению обстоятельств выехали позже группы на другом поезде. В Тамбов студенты приехали за полночь. Лука и Аскар ожидали встречающих, когда заметили, как на один из железнодорожных путей прямо под вагон поезда упал человек. Слышали мужской голос, который доносился именно из-под поезда. И мы, конечно же, подбежали с моим другом. Мы не руководствовались ничем, если честно, даже не понимали, что может произойти с нами, что мы рискуем и своей жизнью тоже. И на самом деле мы были где-то в секундном шоке, а потом мы как-то собрались с мыслями и попытались его оттуда вытащить. Это мужчина, видимо, выходя из поезда, споткнулся и упал. Ну, мы так предполагаем. В общем, а поезд в этот момент уже вот-вот начинал движение. И мы старались как-то дать знак машинисту о том, что не нужно пока трогаться. Мы кричали билетерам,
билетеры, к сожалению, не слышали. Но потом, к счастью, кто-то из сотрудников вокзала увидел нас, кричащих, и остановили поезд. Мы совместными усилиями вытащили его оттуда. Поезд мог в любой момент начать движение, поэтому юноши сразу же поспешили на помощь пострадавшему. Они вытащили его из-под колес и переместили в безопасное место. Так Лука Шаматава и его товарищ Оскар Исмагилов спасли человеку жизнь. Юные герои за свой мужественный поступок стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». В зале славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялась 11-я торжественная церемония награждения и чествования лауреатов. Оскар Исмагилов, 22 года, Республика Башкортостан, город Уфа. И Лука Шаматава, 23 года, Республика Абхазия, Сухум. Ребята ехали работать волонтерами, а выяснили в поездке, что у них очень горячие сердца. Еще раз аплодисменты. Сами ребята не считают свой поступок геройским. По словам Луки Шаматава, они сделали то, что должны были сделать. На самом деле для меня было большим удивлением и неожиданностью то, что меня позвали на это торжественное событие, на эту церемонию. И я был удивлен, потому что до конца не понимал, за что? За что меня награждают? Я же совершил обычное действие. Настоящие герои живут среди нас. Часто мы даже не подозреваем об этом. Но в самые опасные моменты именно они самоотверженно бросаются спасать чужие жизни, потому что не могут поступить иначе. Поступок Луки Шаматава и его товарища Оскара Исмагилова является примером того, как не быть равнодушным и протянуть руку помощи тому, кто оказался в беде. Алька Трапш, Абхазское телевидение. К 90-летию Мехти Киут-Лагунова состоялась встреча общества «Аламос» в Москве, сообщает Абснепресс. Представители московской абхазской диаспоры тепло приветствовали Мехти Феофановича и его супругу Наталью. Сотрудник посольства Абхазии в России, герой Абхазии Руслан Харабо вручил имениннику от имени посла Алхаса Квициня поздравительное письмо. Харьковский изобретатель Мехти Киут-Лагунов был задержан в 2017 году и обвинен в государственной измене и приговорен к 12 годам лишения свободы украинским судом. Политзаключенный расценил это как смертный приговор, растянутый во времени. Киут был освобожден в конце 2019 года в ходе обмена заключенными. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретил приехавших на отдых в Абхазию детей из многодетных семей, военнослужащих в России, погибших в СВО при исполнении служебных обязанностей. 29 детей будут отдыхать на курорте Пицунда. Минтуризма оказывает всестороннюю поддержку в организации детского отдыха. С детьми приехали их родители и представители Министерства труда и социальной защиты Калужской области. С 22 по 25 мая проходил 18-й международный медиафорум «Диалог культур» в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие журналисты, режиссеры, фотографы, блогеры из 29 стран и 45 регионов России. На масштабном мероприятии побывала и делегация из Абхазии, в числе которой сотрудники нашего телевидения. Об итогах медиафорума, впечатлениях и эмоциях участников и многом другом в репортаже Рады Чичава. Медиафорум «Диалог культур» уже на протяжении 18 лет остается одной из крупнейших площадок в России, объединяющей молодых журналистов, режиссеров, фотографов и блогеров со всех уголков земли. Абхазия не впервые принимает участие в этом по-настоящему масштабном и ярком событии. В этом году в составе делегации от республики в город на Неве отправились и сотрудники абхазского телевидения – режиссер Дауд Кишмария и графический дизайнер Сослан Цвижба.
Ребята рассказали, что, попадая на медиафорум, вы не только получаете незабываемые впечатления, но и становитесь частью крупнейшего медийного события. Совместно с коллегами из других государств ищете ответы на современные медиавызовы, знакомитесь с культурой других стран и приобретаете новых друзей. Были незабываемые эмоции. На самом деле очень понравилось. Я бы сказал, что такие эмоции останутся со мной на долгое время. Впечатления только самые яркие, самые классные, потому что много знакомств, много новых лиц. В программе форума были предусмотрены фестиваль короткометражных документальных анимационных фильмов, телевизионных программ и блогов, мастер-классы от лидеров креативных индустрий и другие не менее насыщенные события. Наибольшее впечатление на участников произвела фотовыставка, проходившая в Эрмитаже, месте сосредоточения мирового искусства. Помимо того, что это была фотовыставка, там еще был, скажем так, модный показ на тему национальной культуры Казахстана и Киргизии. Очень понравилось. У нас была возможность поехать в Эрмитаж. Там выставлялись некоторые участники со своими фотоработами. Исар, египтянин, и казах Асыл. Мы с ними очень сильно подружились, и как бы завязался диалог с ними больше всех, чем с остальными. Их работы были на самом деле очень впечатляющими. Диалог культур невероятно важен. Возможность обменяться профессиональным опытом с участниками из других стран, рассказать о себе и своей работе, завести новых друзей по-настоящему уникально. Я принимаю участие в диалоге культур уже во второй раз. Для меня это событие, где я с радостью встречаюсь со старыми друзьями и нахожу новых. Я принимаю участие как фотограф и представляю серию своих работ о Казахстане, об этой небольшой, но очень красивой и самобытной стране. Я наслышан. Так как я очень люблю путешествовать, я обязательно однажды хочу посетить вашу страну. Как рассказали ребята, делегаты часто интересовались Абхазией, ее историей и культурой. Несмотря на то, что о нас там слышали, мы спрашивали людей, они уже были готовы к диалогу с нами, знали, что у нас есть своя история, но конкретно точно не знали, что. Мне кажется, что нужно проявлять себя в таких конкурсах и в таких мероприятиях, чтобы нас могли больше услышать. Их интересовало местоположение, что у нас здесь как бы есть, и также нашу историю. Определенные группы, такие как Египет, Беларусь, Казахстан, Италия, Испания, Австрия, они проявляли к нам интерес. Чаще всего спрашивали именно об истории нашей идентичности. Были вопросы по поводу религии нашей. Подобные мероприятия, в которых принимают участие представители самых разных культур, почти со всех уголков мира, дают уникальную возможность рассказать о своей родине. Первое, что хотелось бы отметить в диалоге культур, это как раз-таки то, что происходил диалог между странами. У нас была возможность пообщаться на этом мероприятии с другими странами и рассказать о нашей стране, о том, чем мы занимаемся в нашей стране. Общение с другими странами нам очень сильно важно для Абхазии, чтобы мы могли представлять наши интересы, нашу культуру и наше самосознание, идентичность для других стран, чтобы нас знали, чтобы нас любили и приезжали к нам в гости. Участники также искренне поблагодарили организаторов форума и руководство абхазского телевидения за предоставленную возможность. Хотелось бы выразить огромную благодарность Ашоту Игишевичу за то, что организовывает столько лет такое сложное мероприятие. Отдельно благодарность нашему руководству Ирине Шотовне за то, что выбрала нас и отправили в качестве представителей в диалог культуры. Медиафорум «Диалог культур» проводится медиаконгрессом Содружества журналистов совместно с Государственным Эрмитажем при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Санкт-Петербурга, Фонда «Русский мир» и Союза журналистов России. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца имени Василия Царгуш выступил на 7-м международном фестивале православной культуры и народного искусства традиций Святой Руси в Орле.
Временно исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр поблагодарила организаторов за теплый прием и зачитала приветственный адрес от имени президента республики Аслана Бжани. Этот фестиваль – уникальная возможность окунуться в богатство православной культуры и народного искусства, говорится в приветственном адресе. Динара Смыр поблагодарила министра туризма Теймура Захишба за инициативу участия в фестивале и оказанную финансовую помощь в реализации гастролей ансамбля, сообщает пресс-служба Минкульта. На федеральной территории Сириус состоялось заседание комитетов органов внутренних дел приграничных министерств внутренних дел Абхазии и России. По итогам встречи был подписан договор, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу. На федеральной территории Сириус состоялось заседание комитетов органов внутренних дел приграничных регионов Министерств внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации. Открывая встречу представителей двух министерств, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин поприветствовал собравшихся от имени министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева и выразил слова благодарности абхазской делегации за участие в мероприятии, отметив, что МВД Абхазии традиционно является для нас одним из важнейших партнеров в борьбе с преступностью на международном уровне. Успешно развивается сотрудничество по таким приоритетным направлениям, как борьба с терроризмом, трансграничной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, нелегальной миграции, а также розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. В условиях глобальных геополитических изменений современные вызовы и угрозы остаются одинаково актуальными для нас, что делает позиции наших министерств по ключевым вопросам международного антикриминального диалога сходными, а порой даже идентичными. На сегодняшний день Абхазия и Россия планомерно реализуют этапы межведомственного соглашения. Хочу поблагодарить наших друзей, представителей Российской Федерации за многолетнее тесное сотрудничество и взаимодействие в направлении правоохранительных органов. Выражаю уверенность, что сегодня результатом нашей работы будут эффективные решения по всем важным направлениям существующего и дальнейшего сотрудничества. В ходе заседания участниками были проанализированы тенденции криминогенной ситуации, вопросы, касающиеся повышения эффективности взаимодействия двух ведомств в борьбе с преступностью, экстремизмом, в сфере противодействия незаконной миграции, контроля за трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства. Делегаты обсудили обеспечение законности в сфере потребительского рынка, а также организацию охраны правопорядка на объектах спорта, культуры и туризма, расположенных на территории обслуживания органов внутренних дел приграничных регионов. По мнению сторон, как и прежде, главной составляющей успешной работы остается своевременный обмен оперативно значимой информацией. Представители МВД Абхазии приняли участие во встрече во главе с министром внутренних дел Республики Абхазия генерал-майором милиции Робертом Киут. По поручению министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева российскую делегацию возглавил начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин. Представители делегации определили приоритетные направления взаимодействия и подтвердили готовность к продолжению диалога. По итогам встречи сторонами подписан протокол заседания комитетов ОВД приграничных регионов МВД Республики Абхазия и МВД Российской Федерации, который позволит консолидировать дальнейшую межведомственную работу. В рамках встречи Сергей Бачурин вручил участникам мероприятия ведомственные награды. Высокой чести удостоен заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа. В ходе поездки делегации возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны в одном из старейших дендрологических парков России – Южной культуры. Желание Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию никого не удивляет. Однако задачей Абхазии является развитие и укрепление своей государственности. Так прокомментировал ТАСС-секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. Заявление премьер-министра Грузии Иракля Кубахидзе о том, что Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза, сообщает Абснепресс. Они 30 лет хотят нас вернуть, еще 300 будут хотеть. Понятное дело, кого это удивляет. Это их внешнеполитическая задача такая, и это для нас никакая не новость, сказал Шамба.
На заявление Кобахидзе отреагировало и внешнеполитическое ведомство Абхазии. Народ Республики Абхазия сделал свой окончательный выбор, и этот выбор не подлежит какой-либо ревизии, отметили в МИД республики. Столица ежедневно готовится к приему многочисленных гостей. Коммунальщики очищают набережную от мусора. Объем большой, приходится работать как вручную, так и с применением спецтехники, рассказал корреспонденту Апснепресс начальник столичного муниципального предприятия благоустройства Саид Курипа. Он также подчеркнул, что в преддверии купального сезона, который официально в республике открывается 1 июня, работы по очистке прибрежной зоны Сухума будут проводиться еще больше. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписала распоряжение о праздновании в городе Международного дня защиты детей. Согласно распоряжению, 1 и 2 июня в столице проведут ряд мероприятий. Создана рабочая группа по их организации. Соответствующим службам поручено подготовить площадки для их проведения. С программой праздничных мероприятий вы можете ознакомиться на сайте столичной администрации. Волшебство ходячего замка теперь на абхазском языке. Амобайл презентовал культовое аниме знаменитого японского режиссера Хаяо Миядзаки в абхазском дубляже на набережной Махаджиров. Это один из немногих мультфильмов, которые дети и взрослые пересматривают много раз. Презентация легендарного аниме с новыми голосами, озвученного на абхазском языке, покорила жителей столицы. Как японский аниме зазвучал на абхазском и как его восприняли первые зрители в репортаже Шазины Ханагуа. Ай, санши кудурпы мадзелаюны сыны ежит. Ибгоб хозер арабын халар былшуйт. София и быхси. Шуйт, убрах ойналар узрашаспой. Удивительное аниме «Ходячий замок», созданный легендарным режиссером Хаяо Миядзаки, уже давно покорил сердца зрителей по всему миру. А теперь, благодаря усилиям команды этот волшебный мир зазвучал на родном абхазском языке, открывая перед аудиторией Абхазии и за ее пределами новые горизонты анимационного искусства. Свежий воздух и замечательный показ подняли настроение как взрослым, так и совсем юным жителям столицы. Главные зрители, для которых старается компания Амобайл, конечно же, дети. Самира Акбалаева не раз пересматривала «Ходячий замок» на русском языке. Однако звучание любимого аниме на абхазском просмотрела с большим удовольствием. На абхазском только сегодня впервые смотрю. Тебе нравится? Да. Почему? Сам «Ходячий замок». Он прикольный. Ну, и смешной чуть-чуть. Благодаря компании Амобайл родители могут быть спокойны. Их дети будут с радостью изучать язык и погружаться в языковую среду вместе с любимыми героями. Дети и родители отмечали, что рады возможности слышать родную речь в полюбившихся мультфильмах. Мы пришли сюда с дочкой посмотреть этот замечательный мультфильм на абхазском языке, что впервые в нашей практике. Я думаю, это будет полезно не только малышам, но и нам, взрослым, потому что «Ходячий замок» – один из любимых аниме. Мы смотрели его с детства по нескольку раз. Очень глубокий мультфильм, и интересно будет посмотреть его на родном языке. Мне понравилось качество, как звучит на абхазском этот мультик. Раньше ты сколько раз смотрела этот мультик на русском? Очень много смотрела. Мы с мамой очень любим этот мультик. И вообще Хаяо Миядзаки, у него очень прикольные аниме. Очень хорошие, отличные. Все очень хорошо слышно. Ты понимаешь абхазский хорошо? Ну, чуть-чуть. Есть желание смотреть мультсериалы, фильмы на абхазском?
Ну, да, есть. Я смотрела много раз на русском и первый раз на абхазском. Мне очень понравилось. Мне кажется, что голоса были очень качественные, даже качественнее, чем в оригинале. Озвучка мультфильмов на абхазский язык – важная и кропотливая работа. Она требует не только точного перевода, но и творческого подхода, чтобы передать уникальный дух и атмосферу оригинала. Этот проект является частью более широкой инициативы по сохранению и развитию абхазского языка, обеспечивая его актуальность и привлекательность для молодого поколения. Процесс озвучки проходит в компании А-Мобайл, где оборудован кабинет под звукозаписывающую студию. Есть? Для меня новое. Вот на самом деле я первый раз, когда вообще посмотрел фильм аниме, вначале, я честно скажу, немного сложно зашло мне, но потом с каждым просмотром я погрузился, очень понравился. И теперь я вот сижу там вечерами, ночами, смотрю только аниме, это очень интересно. Но самое главное тут, когда есть хороший перевод на абхазский язык, качественный перевод, правильно сделанный, там уже технические моменты, над которыми работать легче становится. В целом хочу отметить актеров, которые от души поработали, ответственно подошли конкретно вот к этой работе. И даже вот могу сказать, что многие актеры, которые работали, они являются поклонниками этого жанра аниме. И они со всей душой проводили эту работу. Милана Ломия, главная роль, также Лана Гергия, главная роль Леон Барчан, Расида Сулава, это вот основные, которые озвучивали этот фильм. Сохранение и популяризация абхазского языка – важнейшая цель компании А-Мобайл. Теперь подрастающее поколение получит возможность наслаждаться любимыми мультфильмами на родном языке. Как мне кажется, запрос на это сегодня существует, и наши подписчики в соцсетях очень тепло приняли новость о том, что вот у нас уже есть озвученные мультфильмы, а когда услышали про аниме, это вообще был какой-то фурор. И мы решили сегодня вот в Бригантине, в кофейне, на открытом воздухе собрали самодельный кинотеатр и решили собрать людей, тем, кому это интересно, и презентовать. Все мультфильмы, которые мы до сегодняшнего дня перевели, и также Инухуахан можно посмотреть онлайн, те, кто сегодня не попал, на сайте filmahome.biz, также на IPTV Home. Также мы запустили несколько месяцев назад канал Апсуамульт. Он доступен вообще всем и каждому из любой точки планеты. Все могут смотреть абхазские, озвученные на абхазский язык мультики и наслаждаться вместе с детьми абхазским богатым, красивым языком. На сегодняшний день А-Мобайл перевел и озвучил уже 40 серий мультсериала «Три кота. Ходячий замок». Запущен в эфир канал Апсуамульт с переведенным контентом, доступным всем. Но это только начало. Впереди у команды А много планов и идей. Смотрите аниме на абхазском на фильм «Ахомбиз». Это того стоит. Шазина Ханагу, Заур Кварча, Абхазское телевидение. 17-я республиканская спартакиада школьников по 14 видам спорта проходит в Абхазии. Торжественное открытие состоялось 26 мая на республиканском стадионе. Состязания будут проходить ежедневно в течение месяца. Вот уже на протяжении многих лет мебельная компания «Домино» занимается благотворительной деятельностью, поддерживает тех, кто особенно в этом нуждается. Среди них подопечные фондов «Ашана» и «Керас». О добрых делах и не только в репортаже Гугут Савардания. Кухни, спальни, диваны, стулья и столы – все это сейчас отправится в семьи, которые особенно нуждаются в поддержке. Среди них подопечные фондов «Керас» и «Ашана». Со дня основания сеть салонов мебели и интерьера «Домино» занимается благотворительностью.
Нам передают списки благотворительный фонд «Киарас». И вот погрузили машину. Там получается товар для 4 семей. Предварительно уже, опять-таки, повторюсь, списки нам передали. Мы подготовили все и вот сейчас уже вот погрузились. Алина Аршба одна воспитывает 2 детей. У сына порок сердца. В 4 месяца он перенес операцию. В квартире, в которой сейчас живет мать с детьми, не было мебели, лишь пустые стены. Но со временем, с поддержкой компании «Домино» и благотворительного фонда «Киарас» жилье преобразилось. Сегодня сотрудники компании «Домино» привезли семье диван и спальню, а до этого помогли обустроить кухню. Это не первый раз. В 2023 году они нам кухонный столик со стульями подарила. Всем организаторам большое спасибо благотворительному фонду «Киарасу», Каму Гопию, Алису Дюбу. Всем, кто нам помогает, огромное спасибо. Далее сотрудники «Домино» отправились в село Мачара. Сюда они привезли обеденный стол и стулья. В этом доме проживает многодетная семья Киут, в которой 4 детей. 1 мальчик и 3 девочки, одна из которых Совазе. Нам нужно было стол со стульями. Спасибо магазину «Домино» и фонду «Киарас» помощи. Огромное спасибо. Кухня и кровати отправились в Очамчиру Нале Бранзе, у которой 3 детей, старше с ДЦП. Также женщина ухаживает и за 2 взрослыми людьми с инвалидностью. В семье Эринба 4 детей. Многодетная мать Анета Эринба больна онкологией. Сюда доставили кровати и кухню. Огромное спасибо, я вас не забуду. Таким образом, компания «Домино» со дня основания помогла десяткам семей, которые нуждаются в поддержке. Успешно развивается и бизнес. На днях в Сухуме открылся еще 1 мебельный салон «Домино». У нас есть и в Сухуме, и в Гудауте магазины. Этот отличается немножко тем, что тут новый формат. Во-первых, это одна половина этого магазина – это полностью специализированный магазин «Аскона». То есть он сделан совместно с нашими московскими партнерами, полностью по их стандартам, как бы в кооперации с ними. Вот, и соответствует всем требованиям сети. То есть это, получается, магазин сети «Аскона». Вот. Также мы здесь представляем корпусную мебель фабрики «Ангстрем», тоже очень известного российского производителя корпусной мебели, и кухни на заказ, с которыми мы уже работали до этого. Добрые дела объединили компанию «Домино» и благотворительные фонды «Киарас» и «Ашана». Ашане мы ежемесячно им помогаем, но это, честно говоря, не такая большая сумма, просто это как бы, насколько я понимаю, это на их организационные расходы, то есть там не такие прям суммы большие, но как бы зато это на постоянной основе ежемесячно мы вот стараемся тоже. Компания «Домино» уже на протяжении многих лет поддерживает благотворительную общественную организацию «Киарас» не только поддержкой мебелью, но и участвует в наших всех акциях. Это «Счастливое 1 сентября», «Подари чудо», это зимняя акция. То есть к чему я хочу сказать, что «Домино» фактически участвует в жизни и работе организации «Киарас». Компания «Домино» также оказывала поддержку при пандемии коронавируса и помогала пострадавшим семьям от ударов стихии в Гагарском районе. Гугут Савардани, Аля Самичба, Нарсул Цулукия, Абхазское телевидение. Абхазский «Ловелас» признали в Башкортостане. Спектакль Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба «Ловелас» удостоился специального приза Международного фестиваля национальных театров «Туганлык» за обращение к русской классике. Режиссер спектакля Адгур Ковы. На встрече с руководителями театров, участвовавших в фестивале, министр культуры Республики Башкортостан поблагодарил коллектив Абхазского театра за участие в фестивале и выразила уверенность
уверенность в том, что сотрудничество между учреждениями культуры будет и далее расширяться. Она отметила особый дружественный характер отношений между Абхазией и Республикой Башкортостан. Тем временем еще одно приятное театральное событие на сей раз в Сухуми. Состоялась громкая премьера спектакля «Пастух Махас» в Росдраме. Зрители и смеялись, и плакали, и одаривали актеров щедрыми овациями. «Пастух Махас» – одна из самых известных новелл романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». История о немногословном, мужественном абхазском крестьянине Махазе, который отомстил обидчику своих дочерей. Образ настоящего абхаза, для которого честь и долг не просто слова. Об искупительной жертве во имя высшей правды, о том, какую силу имеет клятва, данная настоящей мужчиной. Режиссер Олеся Невмержицкая. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 28 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем плюс 20-25 градусов. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.